Здравствуйте! Сегодня мы говорим о предвыборной агитации через СМИ, а именно через телевидение и радио, печатные издания и интернет-издания. С нами эксперт по выборам Бакыт Самаков. Здравствуйте! Здравствуйте. Сначала давайте поговорим про телевидение и радио. Как проходит предвыборная агитация через телевидение и радио? Прежде всего, необходимо отметить, что средства массовой информации, интернет-издания, учредителями которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, которые финансируются полностью или частично из средств республиканского бюджета или местного бюджета, обязаны предоставить политическим партиям и кандидатам, которые участвуют в выборах, бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади. И если остановимся на бесплатном эфирном времени, то, принимая во внимание, что сейчас у нас выборы проходят по смешанной системе, то есть по партийным спискам, а также по пропорциональной системе, то есть голосование за партийные списки, либо и по мажоритарной системе, то есть в одномандатных избирательных округах, данный объем эфирного времени законодательством определен в размере не менее 1 часа на государственных каналах, на каналах государственных телерадиоорганизаций для политических партий, не менее 1 часа. Что касается кандидатов по одномандатным округам, то объем данного эфирного времени составляет не менее 30 минут, не менее получаса на каналах региональных телевидений. Здесь необходимо отметить, что не менее половины предоставленного бесплатного эфирного времени должно быть произведено в формате теледебатов. То есть практика показывает, что формат теледебатов или круглых столов в различных формах, он позволяет наиболее раскрыть как самого кандидата, политическую партию, их программы, и тем самым позволяет избирателю осуществить осознанный выбор среди политических партий и кандидатов. Еще необходимо отметить, что в предоставленных, безвозмездно предоставленном, необходимо отметить, что в данных теледебатах или круглых столах, и когда предоставляется бесплатное эфирное время, кандидат либо политическая партия должны участвовать лично. То есть кандидат по одномандатному округу должен участвовать сам лично, а в случае с политической партией должен участвовать кандидат из списка политической партии, которые участвуют непосредственно в выборах. То есть если раньше допускались представители кандидатов либо политических партий, то сейчас представители политических партий и кандидатов не допускаются для участия, когда государством предоставляется бесплатное эфирное время, либо бесплатная печатная площадь. А что касается про радио? Это все то же самое, да? Да, то же самое. А расскажите, пожалуйста, как осуществляется агитация через печатные СМИ и интернет-издания? Как я и сказал, те же печатные издания, которые финансируются из средств республиканского или местного бюджетов, являются государственными, также предоставляют безвозмездно предоставляют печатную площадь для политических партий и для кандидатов не менее одной печатной площади формата А4. И также данные печатные площади должны быть предоставлены всем кандидатам на равных условиях, то есть и в тех же объемах, которые предоставляются кому-либо из кандидатов. Здесь необходимо отметить еще одну особенность. Предвыборная агитация, она включает как агитацию за, так и агитацию против. Но при этом кандидаты политические партии не вправе использовать безвозмездно предоставленное эфирное время, либо печатную площадь, использовать в агитации против какой-либо политической партии либо кандидата. Также политическая партия не вправе использовать это эфирное время в целях описания негативных последствий, если будет избрана та или иная политическая партия или кандидат. Также не должна использовать для призывов голосовать против того или иного кандидата. Все, что касается безвозмездно предоставленного эфирного времени, есть такие ограничения. В остальных случаях общие условия агитации позволяют агитировать за или против той или иной политической партии либо кандидата.
Спасибо огромное за предоставленную информацию. С нами был эксперт по выборам Бакыт Самаков.